Уважаемые подписчики канала Татары Мира, не только подписчики, комментаторы, зрители, всем здравствуйте! Сегодня у меня будет интересная беседа с Карим Абы Яушевым. В общем, это известная личность, а он сегодня гостит в Казани, поэтому я решил с ним встретиться. Когда мне сказали, что вот Карим Абы приезжает в Казань, у меня было такое немного поверхностное знание о нем. В общем, чем он известен, знаменит в нашем татарском мире, тем, что его называют практически грозой башкиризаторов татар в Башкортостане. Самый главный разоблачитель всяких их нехороших, неприличных проделок. Вот, в общем, примерно такое у меня представление. Но я думаю, мы сейчас познакомимся более подробнее, детальнее с биографией, с Карим Абы вообще. Карим Абы исәмісіз? Исәмісіз. Карим Абы, айтыңыз, таныш булыйк. Сіз қайдан? Откуда вы? Мен шәхсән үзем Башкортстанның Туймаз районы Тукмаккаран авылыннан. Тукмаккаран авылы байтак күп кенә авыллардан нәрсәсе белән аерылып тора, анда бер генә фамилиялы кешеләр яшәде. Хәзер инде кызганычка каршы ул авыл күп авыллар кебек юкка чыккан авыл, юкка чыкты. Хәзер вообще? Хәзер ул авыл юк. Анда өйләр җимерекләре бар. Әмма анда без үскәндә авыл гөрләп яшәп торды. Һәм әйтеп торам, күп кенә авыллардан аермалы буларак, ул бер генә фамилиядан торган авыл. Анда ике генә фамилия бар башка. Без Яушевлар һәм бер фамилия Шәрифуллиннар, берсе Каһармановлар. Менә шулар бар. Без барыбыз да шунда яшәдек. Инде Яушевларга килгәндә каян дигәндә, Яушевлар. Безнең фамилия килә бит инде Яушбектән. Ул 16-нчы гасыр урталарында Орша ягының бәге була. Бәк ул инде урысча шул удельный князь дәрәҗәсендәге шәхес, аның үзенең җирләре була, үзенең җирләре күпмедер дәрәҗәдә дәүләт, бәләки генә дәүләте була үзенең. Орша бәге, Яуш. Служилые татары Яушевы были, да? Яушбек Казан ханлыгына кергән. Казанское ханство. Казан ханлыгына кергән. Һәм Яушбек үзенең гаскәре белән, Япончабек гаскәре белән берлектә Казан ханлыгын яклауда катнаша. Все, аңладык. Менә татарлар шуннан соң инде Казан ханлыгы җибәрелгәннән соң, алар барыбер бит үлеп бетмиләр. Биразы соңрак Татарстанның Терсә дигән өлешем, әлеге Татарстанның Терсә дигән өлешендә алар булалар. 1762 елны менә шушы Яушевларның бер өлеше Уфа губернасындагы Арслан авылына күчеп утыралар. Арслан авылы әлеге Бүздәк районына керә, Башкортстанның. Алар авылның бер очына күчеп утыралар. Күпләп. Укмашып. Менә бер нәрсәгә игътибар итәм. Яушевлар укмашып киләләр. Алар нидән? Шушы әлеге Татарстан җирлегеннән, әлеге Башкортстанның Бүздәк районы Арслан авылының бер очын тәшкил итәләр, укмашып утыралар. Мин ни өчен менә буларны әле искә алам? Соңгы вакытларда ишетәм радиодан, телевизордан, социаль челтәрләрдән имеш безнең тел татар теле түгел икән, башкорт теле төньяк көнбатыш диалекты. Ни өчен? Чөнки безнең телдә имеш менә бу якларда татарлар казанча гел бармыйм, кайтмыйм түгел, бармыйм, кайтмыйм дип сөйлиләр икән. Гафу үтенәм. Менә без Яушевлар авылы фәкать Яушевлардан гына торган авыл. Әйттем бит инде Тукмаккаран дип. Без үстек, бармайым, кайтмайым дип. Ягъни татар мырзаларыннан гына торган авыл, авылның теле бармайым, кайтмайым. Безнең тирәдә башкортның гомумән юк, башкорт безнең якларда. Алар бит инде әйттем 1762 елны Арслан авылына күчеп утырганнар. Анда да Арслан авылы татар авылы. Ул вакытта радио, телевидение юк.
Şitten başkart tesiri buluğu mümkün değil. Yaşayan yerde yok. Ama Tatar mırzaları neslinin vakillerinin tili barmayım, qaytmayım. Şuna göre men aytırıydım bu Tatar tilinin Tatar mırzaları tili deyip. Birinde türü yakın başka tili değil. Bu Tatar mırzaları tilindeki eğitim. Barmayım, qaytmayım bizden til. Şuna göre de şundan birazdan Yavaşovlarning birilişi değil, bütünüsü de Orasan avulundan koşup oturarlar bir şakırım şitke. Mırza olarak olar solim to'lovda üstünlükler bular, taşlamalar. Avul halkı barısında to'lay, rizasızlık, ızg'ishlik, olar tutarlarda koşup oturarlar şit kerak. Fakat Yavaşovlardan turgan avul tag'in baraqqa kelar. 1926-yilni şundan endi Yavaşovlarning birilişi To'qmoq Qoron degan avulga ko'chib o'tiralar. Şuluq mana şu avulda men tug'ilib o'sdim endi. To'qmoq Qoronda tug'ilib o'sdim. Mana o'sdim, bormayim, qaytmayim deb. Bizning yoqda bizdagi ana Sharifullin ikki boshqa familiyali kishi bor edi dedim men. Shularning birisining qizi Boshqirdga kuyovga chiqdi. Mana әлі xatirimda Boshqirdni ko'rga deb, tiri Boshqirdni ko'rga deb, avul xalqi biram olarga borib qarab qaytdi. Men de bordim. Shunday ekzotika bo'ldi. Ekzotika ben ko'rgan yo'q, Boshqirdni endi Boshqirt bizda. Tilimiz shunday, birninday ta'sirsiz, birninday deysiz. Shunga ko'ra da mana men bu bizning Tatar tilin, Boshqirt tilining dialekti deb atavchilarga g'ajablanib qarayman. Miskinlarga qaragan kabi qarayman. Nishik olay bo'lay endi. Millatingni orttirasin kelar ekan, millatni orttiruning bir g'op-g'adi yo'li bor, ham tabiiy yo'li bor, birdan bir yo'li bor. Ol Karavotda millatning sonini orttiralar. Вот вы рассказывали о вашем роде Яушев, да, и то, что ваш род принимал участие в защите Казани, когда его брали в 1552 году. Интересная история. Все-таки Казань пала, и Казанское ханство вошло в состав российского государства. Вот в этот момент ваши предки кем были? Как сохраняли свое влияние? Ну, полной информации об этом, естественно, у меня нет. И у историков особых нет. Хотя вот история рода Яушевых, она относится к наиболее изученным, историю рода Яушевых, наиболее изученным родам татарских беков и мурс. Само собой разумеется, их Яушевых было много. Было много, потомков было много. Поэтому счастье потомки, естественно, удалось приспособиться к новым условиям. Но тут что делать? Приняли православие? Нет. Да, кстати, вот то, что переехали, я же говорил, часть Яушев переехала из территории нынешнего Татарстана на территорию Уфимской губернии, это как раз не желая креститься, да, сохранять свою веру. Само собой, при этом теряли все земли и так далее. Все. Год их переезда 1762, насколько я так помню. Год вступления во власть Екатерины Великой. Возможно, да. Вот. Они туда переехали в это время. Но вот я и говорю, счастье из них потом удалось сохранить свое владение. Более того, потом счастье удалось, не всем, а счастье удалось восстановиться в правах, аристократических правах, доказав на основании разных документов о своем, ну, как принято говорить, благородном происхождении. Вот. Таким образом... А вот когда вы переехали в Уфимскую губернию, просто когда вот ты слушаешь башкирских этномиссионеров, да, они говорят, вот татары к нам прибежали там 300-350 лет тому назад, купив у нас землю. Вот Яушевы, когда пришли в Уфимскую губернию, они у каких-то башкирских родов землю покупали?
Вот я точной информации, к сожалению, не имею, на каких правах они туда сели. Но о том, что они купили землю у башкир, никто из предков не говорил. Никто не говорил про это. Видимо, как мурзы, они обладали повышенными правами, в том числе и на землю. Я полагаю, что здесь сыграли роль вот то, что я могу уверенно говорить только о том, что я знаю точно. Вот. Предки, ни один из предков, ни один из Яушевых не говорили, что мы купили землю. Нет, они землю у башкир не покупали. Это уж точно. Если покупали, говорили бы. Башкир, я говорю, живого башкира видели. Вот. Я учился в 4 классе, вот тогда только видели. Все деревни ходили смотреть. Просто это же ставит под вопрос вот эту вот концепцию, что башкиры приютили татар. Давайте, кто кого приютил, давайте посмотрим, чьи эти были земли. Вот, чьи это были земли, куда вы пришли в Уфимскую губернию? Эти земли были, если чуть-чуть посмотреть дальше, назад, это были земли Казанского ханства, Ногайской Орды, то есть тоже татарского государства, и Сибирского ханства. Вот эти, вот Уфа, современная Уфа, по крайней мере, это земли Ногайской Орды. Поэтому эти были земли татарских государств. То есть татары здесь были коренными жителями, как жители своих государств. О чем может идти речь, что я как будто мы куда-то под чье-то крыло. Это были татары, на территории своих земель переместились из одной части земли в другую часть. Своих же территорий, земли своей, исторические. Поэтому абсолютно я не приемлю, что они бежали из той части бывшего татарского государства, где началось крещение. Другую часть татарского же ханства, где крещения не было. И все. Удалось ли вам узнать, понять, что значит ваша фамилия Яушев, и не однокоренное ли оно слову чуваш? Ученые говорят, что Яуш и даже Чуваш, но Чуваш не в этническом смысле вот этих чувашей, а несколько ином смысле имеет примерно одинаковые значения. Яуш, насколько я понимаю, это Яу-Иш, это соратник по войне, по битве. Яу – это война, битва, Иш – это соратник, друг. Вот, так что... Это с какого языка? Что-то... Ну, яу – это татарское слово. Татарское, яухир. Яугир, да, это другое. Яу-Иш, Яуош, это так вот. Вот вы переселились в Уфимскую губернию, получается, в середине 18 века, ну, вторая половина 18 века. Как в Уфимской губернии проживал род Яушевых? Ну, давайте посмотрим исторический отрезок времени до революции. Чем занимались Яушевы в Уфимской губернии? Как все. Торговали? Нет, хлебопашество. В основном вот это хлебопашество было. Даже те Яушевы, которые, значит, доказали свое достоинство, княжеское, тут надо сказать, потому что беки – это князья, мурзы, князья, вот, они также занимались этим же трудом. Единственное, вот говорили, рассказывали старики, если какой-то там даже русский чиновник проезжает в эту деревню, он сам встречает вот этого бека Яушева, значит, сойдя с лошади и так далее, вот так говорили. То есть оказывает определенные почести, положенные аристократу. Я так понимаю, знания о предках Яушевы передавали через составление ШЖР, да? У вас были эти документы? Да, я, кстати, вот то последнее ШЖР, которое до революции, это копия, к сожалению, дореволюционная же копия ШЖР Яушевых, которые
мне передали в руки, я официально передал Марселю Ахмедзянову, чтобы они зафиксировали его и сохраняли уже как государственную бумагу. Когда вы впервые стали углубляться, читать ваше родословное ШЖР, какое вы для себя сделали открытие? Вот, может быть, что вас удивило, что впечатлило? Знаете, вот ведь мы все росли при советской власти. Тогда вот понятие, говоришь, что Мурза, там, тем более бек, князь, это было опасно. Поэтому многие мурзинские роды меняли фамилии, там буквы меняли, допустим, Арамиев на Ремиев и так далее. Вот, я так понимаю. Поэтому тогда не... Но я помню вот одно. Старики, они всегда давали понять. Если, допустим, шалишь, не шали ты же. Я ушел. Да, так, вот это я помню, это было. А так, ну, как все, как все. Но вот я возвращаюсь к тому, с чего начали. Вот мы жили, Яушевы жили отдельной деревней. И в Арсланове, и в Новоарсланове, куда они 3 километра переехали, и Тукмакоран, вот куда переехали наши, оттуда часть из них, потому что Новоарсланово там вода кончилась. Высохла, и часть переехала сюда. Вот все мы говорили вот одинаково, вот так, как говорили мы в детстве. Бармаем, котмаем. И хатта, и даже суляшем. Не силяшем, как казанский, я уж, пусть меня извинят, скажу в казанском диалекте. Силяшем. Мы говорили суляшем. Суляшем. Вот. Бармаем, котмаем, суляшем. Это был наш язык, язык татарских бурс. А вы... Вот смотрите, есть такая как бы концепция, которую нам предлагают башкирские миссионеры. Значит, северо-запад Башкортостана отатарили учителя татарского языка. Вот у вас в районе, в вашей деревне были учителя татарского языка. А откуда эти учителя татарского языка были? Известно? Из Казани? Казань направила? Я уже извиняюсь о том, что улыбаюсь или смеюсь даже. Но кто мог нас учить? И на каком языке? Естественно, татарскими. Татарские же учителя. Ну, кто мог нас откуда учить? Они были? Их не Казань прислала к вам, чтобы вас обработать? Все свои местные. Свои местные? Конечно. Конечно. Нет, ну просто они такую картину нарисовали, что, значит, вот такой отряд татарских учителей перебрасывается через границу ТССР и БССР, и они расходятся по деревням. Это чушь. Это чушь. Вот в Буздякском районе есть деревня, как же называется, не Коранделга, а как это башкирские деревни. Действительно, есть в Буздякском районе одна башкирская деревня. Канглы. Вот сейчас не помню. Я знаю, что у них канглинский род, по-моему. Да, что-то такое, да. Вот. Это деревни башкирские. Они говорят на башкирском и всю жизнь говорили на башкирском. А рядом сплошь татары. То есть, если народ говорил на своем родном языке, он и продолжал говорить. Деревня же это достаточно закрытое общество. Я же говорю, Яушевой, это закрытая вот такая татарская деревня. Община такая. Община. И наш язык сохранялся и передавался из поколения в поколение. Бармаем, хотмаем, это идет из территории современного Татарстана. А скажите, пожалуйста, вот... Сейчас, извини. Потом, вот к этим любителям попытаться увеличить число башкир не на естественным путем, на кровати, а через перепись. Вот, допустим, на языке северо-запада Башкирии сегодняшней, допустим, они находят какие-то элементы башкирского языка. 1% могут найти, допустим. А 99%, я опять назову, это казанский диалект. Тут что? Тогда чей же этот диалект? Казанский или же башкирский? К которому можно приписать 1% слов.
произношения. Поэтому это вообще какая-то чушь. Это, не то, это вообще даже неприятно слушать. Вот я не понимаю. Допустим, каким-то образом им удалось бы привлечь вот этих татар, которых они называют западными башкирами, на свою сторону. Ведь это по численности гораздо больше, чем настоящие башкиры. Во что превращается их нация? Они могут таким же образом китайцев к себе присоединить. Во что превратятся они? Да, татар меньше, чем китайцы, но это все равно, эта нация исчезает, как естественным образом. Карим Абы, а что вы думаете по поводу двойной идентичности, двойной национальности? Есть в природе люди татаро-башкиры, ну или башкиры-татары? Потому что по этому поводу тоже есть дискуссия. Я думаю, что беременность, она или есть, или нет. Вот человек не может одновременно себя чувствовать пятью, допустим, у него в крови 5, там и французы, и англичане, и так далее, и такие же люди. Человек считает себя одним. Самосознание, она не может делиться. Самосознание не может делиться. Я никогда не встречал людей, которые с раздвоенными, расстроенными, распятеренными сознаниями. А вот историк Раиль Гумерович Кузеев или наш нынешний певец Элвин Грей, кто они? Кузеев, я очень хорошо знаком с Раилем Гумеровичем Кузеевым. Вы его лично видели? Я его лично знаю, мы хорошо были. Он мне много книг давал, читать, в том же Ибн Фатлана. Тогда, это советское время, это нигде не возможно. Коран Крачковского, перевод Крачковского на русском языке, он мне давал читать. Вот, мы с ним были, само собой разумеется, на чистейшем татарском он со мной разговаривал. Вот так, да? На чистейшем татарском. На чистейшем татарском. Я хорошо знаю их деревню, Кляш, откуда он родом, также откуда и Мустай Карим. Вот когда Мустай Карим умер, я как журналист был у них в деревне. У населения, у народа спрашивал, как, вы какой национальности и так далее. Ну, как, конечно, татары. Кстати, интересно, вот на какую-то конференцию в Казани, ну, связанную с национальными вопросами, я был приглашен и ехал через, там же, через Илишевский район проезжаешь. В Верхней Яркеве я остановился. Это столица Илишевского района. Верхний Яркев. Это там около магазина народ. Я с диктофоном спрашиваю, вы какой национальности? Илишевский район, согласно переписям вот этих башкироносцев, у них где-то чуть ли не 90% башкиры. Вот. Народ сначала, видимо, как-то, человек 5-6 было, ну, мы, вот, говорят, что мы башкиры. Я говорю, а на каком языке вы разговариваете? Ну, не на чистейшем татарском, как в Казани. Я говорю, хорошо, вы в Башкирии сейчас. Илишевский район входит в Башкирию. Если бы Илишевский район входил в состав Татарстана, вы бы кем себя считали? Ну, татары, конечно. Вот это незабываемо. Ну, это не двойная идентичность. Да? Нет, какая двойная идентичность? Просто люди чувствуют, что есть какой-то начальник башкир, наверное, да, за спиной, поэтому немножко вот так. Двойной, тройной, пятиречной, шестиречной идентичности принципа быть не может. Душа не может делиться. Хорошо, я теперь понял. Но все равно для меня является как-то, наверное, загадкой поведения Раиля Гумеровича Кузеева. Все хотят понять, вот что он делал. Вот поймите, Раиль Гумерович Кузеев, когда он был, скажем так, ученым, во главе Башкирии стоял Шакиров, Мидхат Закирович Шакиров. У которого, кстати, не все в порядке с происхождением. Происхождение у него такое же татарское и так далее. Вот. Но он был, ну, видите ли, вот говорят, что роль Москвы и так далее. Видимо, в Москве хотят, или перед Москвой надо казаться, раз ты в Башкирии командуешь, ты должен быть башкир. Видимо, некие какие-то установки есть. И вот Шакиров, он дал поручение каким-то ученым, они ему шажеры составили, что якобы он из каких-то родов башкир. Там же не определяли, это национальность башкир или же сословие и так далее. Тогда же не заморачивались в этом. Не заморачивались этим вопросом. И вот они как раз, Шакир проводил
про политику башкиризации татар, особенно последние годы своей жизни, последние годы правления. А Раиль Гумерович Кузиев был очень хорошо в дружбе с обкомом. В пику председателю президиума башкирского филиала Академии наук СССР Сагит Рауфовичу. Он татарин, он не скрывал, Сагит Рауфович. Они противопоставлялись друг другу. Сагит Рауфович, он и не партийным был, он из семьи мул татарских. Вот. И поэтому, видимо, я так полагаю, что Кузиеву были даны определенные установки, чтобы он уже тоже начал помогать в проведении политики башкиризации татар. Вот. Как ученый, видимо, он особо в своих трудах туда не лез, а как вот по радио, телевидению, он уже даже пытался говорить по-башкирски. Это выглядело, конечно, даже жалко. Я не скажу смешно. Жалко это было. Ну, я же с ним разговаривал. Это же чистейший татарин. И облик такой, и язык такой. Причем чистый язык. Хороший татарский язык был у него. Поэтому с Кузиевым, я думаю, так, это было задание обкома. Карим Абай, можно я вам одну небольшую историческую загадку задам? В общем, период образования ТАСС. Идут, значит, к Ленину 3 татарских большевика. Мирсаид Султангалиев, Сахибгерей Саидгалиев и Бурган Мансуров. Но мне интересны 2 фамилии. Саидгалиев и Султангалиев. Оба из современной Башкирии. Да, оба из современной Башкирии. Они идут к Ленину за вопросом, можно ли присоединить к Татарской республике башкир, которые не вошли в Малую Башкирию Ахмедзаки Валиди. Я посмотрел, где родились Саид Галиев и Султан Галиев. Саид Галиев родился, значит, в городе Уфе, в семье рабочего. Ну, городской мальчик, да, городской горожанин, да. А вот Султан Галиев, он родился, по одним данным, значит, в Стерлибашевском районе Илимбетова деревня, либо в Кармаскалах. В Кармаскалах, да. Вот. И, значит, вот у них диалог с Лениным. Ленин спрашивает, чем отличаются татары от башкир? Они говорят, ничем, разницы никакой. Ну, Ленин там пару наводящих вопросов задает, и, значит, ну, это Саид Галиев так пишет. В общем, он как будто бы доказал татарским большевикам, что есть башкирский народ, есть башкирская интеллигенция, и это отдельно от татарского народа. Мы здесь в Казани знаем, что Саид Галиев был самым преданным, самым любимым ленинцем. У него были самые комплементарные, нежнейшие отношения с Лениным. Наверное, он так и написал, потому что Ленин великий, он все всем доказал. Вот на ваш взгляд, Султан Галиев мог понимать разницу между башкиром как этносом и башкирами как сословием? Вот что можно сказать о позиции Султан Галиева? Наверное, мы не знаем ее, но давайте попробуем ее как-то реконструировать. Я думаю, он разницу, особенно этнопсихология татар и башкир, это совсем разные этнопсихологии, они абсолютно не совпадают. Он знал, но поскольку у него была задача присоединить вот эти уезды. У кого это? У Султан Галиева, да? У Султан Галиева. Вот эти уезды, Белебеевский, Бирские уезды к Татарстану. И тем более было предположение же, что и в Белебейском районе уезды, и там, кроме татар, живут и башкиры. Значит, включение этих башкир туда не вызовет ли какие-то проблемы. Вот поэтому, мне кажется, он пытался доказать, татары и башкиры это один народ, ничего такого не будет. Видимо, он исходил из этих, что практически это один народ, так что присоединение к Татарстану, к тем башкирам, которые там живут, неудобств не создаст. Я думаю, вот так он размышлял. А вот то, что вот Ленин вот ковырял, говорил, есть башкирская интеллигенция, которая там... Ленин ковырял, потому что он
несмотря на то, что год или два был во власти, но он уже имперскую политику знал хорошо, как надо быть, что усиливать татар не следует. Вот, поэтому присоединение этих республик, этих уездов, это усиливает татар-республику. Этнический потенциал усиливает. Поэтому под любым предлогом лучше отказать. В принципе, у меня тоже такой вывод, я тоже к таким выводам пришел, что на самом деле заслуга создания Башкортостана в современных границах это не заслуга башкирской интеллигенции, да, там не валидовцев, а скорее всего это манипуляция Ленина, Да, это Москвы. который не сильно-то и хотел создания Татаро-Башкирской республики. Более того, Заки Валиди в письме Сталину, по-моему, или Ленину, из Турции уже пишет. Он же пишет, что вы лукаво называли присоединение Уфимской губернии к Малой Башкирии, так называли, а фактически Малую Башкирию присоединили к Уфимской губернии. Но имеется в виду, исходя из каких-то неблагих намерений. Так что Заки Валиди знал, что говорил. Карим Абы, у меня еще такой вопрос. Вы, в принципе, застали от начала и фактически до конца, ну как уж определенно до конца, период правления Муртазы Рахимова. Вот Мидхат Шакиров – это, говорят, такой авторитарный правитель, да, жесткой руки. И его политика по татарам, вот как ее можно описать? И чем является Муртаза Рахимов для татар Башкортостана? Это продолжение Шакирова. Продолжение Шакирова, когда он уже начал проводить жесткую антитатарскую политику. Конечно, Рахимов пришел к власти не таким. Он не таким пришел. Я помню, когда я был уже руководителем татарского движения Башкирии, однажды нас собрали в Белом доме. Это он еще был председателем Верховного Совета. Правой рукой Рахимова был Шай Ахметов, бывший первый секретарь Илищевского района. А потом, вот я уж его должность не помню, но он был там. А имя помните Шай Ахметова? Шай Ахметов. Илдар Шай Ахметов. Вот. Он сказал, ну, у нас же споры возникли, сколько государственных языков в Башкирии. Мы, татары, говорим 3, а башкиры говорят 2. Башкирский и русский, а мы говорим 3. Татарский, башкирский, русский. Вот. И вот я с Шай Ахметовым был хорошо знаком, разговаривал на эти и так далее темы. И как-то ему, я так полагаю, удалось организовать вот такое. Нас призвали. Вот давай, вот мы в такой день вас приглашаем, чтобы вы башкирским движением обсудили вопросы статуса государственных языков. С той стороны человек 30, с башкирской стороны, с татарской стороны человек 30. Я был руководителем татарской делегации, с той стороны, я уж не помню кто. Ну, там. Вот. Муртаза Рахимов перед нами встал и сказал, вот мы вас собрали из самых благих намерений. Вот по вопросу статуса языков. Как вы здесь решите, так и сделаем. Это буквально это его слова. Ну, само собой разумеется, что башкиры опять стояли на своем. А вот в чем их аргументация заключается? Аргументации нет. Это какая аргументация? Просто лозунг. Это Башкирская республика, да. Башкирская республика. Езжайте в свою Казань, там татарские. Башкирская республика здесь должен быть только такой. То есть, видишь ли, сложности спора с такими людьми, когда нет абсолютно люфта для того, чтобы договариваться, никакого люфта нет, назад, вперед чуть-чуть, то невозможно никак договариваться. А у них нет люфта. Не было никогда. Вот, поэтому Рахимов был такой в начале. Но потом его окружили уже истинные башкиры, они уже его сделали таким, как Шакиров в последние годы правления. То есть башкирский национализм, к сожалению, вот он имеет антитатарский привкус. Вот они все вот к этому приходят.
Каримабы, вот я сам из Казани, и мои предки тоже не из Закамья нашего татарстанского, да, вот именно пригород Казани фактически. И когда я начал заниматься вот этим вот башкирским вопросом и углубляться в эту татаро-башкирскую дискуссию, смотреть, о чем говорят, что пишут, какие есть посылы у башкирских этномиссионеров, я все-таки был немного впечатлен и удивлен. Что такое произошло, что мы сделали такое нехорошее, что вот у них такое отношение к нам. Потому что, ну, в принципе, мы в башкирских идеологах, по идее, наверное, должны видеть партнеров в деле выстраивания федерации в России. Понимаете? Наверное, Шаймиев и Муртаза Рахимов — это вот два региональных руководителя, которые должны были там, не знаю, выстраивать отношения с Москвой через федеративный договор, федеральный центр, да, вот это все, мы же должны были быть партнерами, но они почему-то в нас видят конкурентов и считают, что как бы вот это вот татарское население в Башкортостане — это вот, ну, пятая колонна Татарстана. В чем их психология, вот вы можете мне объяснить? Я могу объяснить. И причем я объясню так, что для многих это будет звучать впервые. Вот, я не знаю, обратили ли внимание на то, что многие татары, говоря о татаро-башкирских отношениях, называют башкир, это же один народ, и так далее, и так далее. Они даже не подозревают, что тем самым они в каком смысле задевают башкир. Ни один башкир не говорит, что мы с татарами один народ. Вот на этот момент никто не обращает внимания из тех татар, которые живут здесь. Татары, да, мы один народ, один народ. А башкиры, мы разные народы, мы разные нации. И самое главное, для башкирской элиты полагает, я не знаю, правильно или неправильно, да, вот, что башкирам грозит ассимиляция и со стороны русских, и со стороны татар. По их мнению, башкир, которые, ну, как бы овладели только русским и так далее, потеряют свой язык, еще можно вернуть башкирское лоно, научив его языку там и так далее. Но если башкир переходит в татары, его обратно не вернешь. То есть татарская ассимиляция гораздо страшнее, по их мнению. Я говорю, правильно это, неправильно, это другой вопрос. Вот они исходят из такого постулата. Поэтому, по их мнению, самый верный способ сохранить башкир от татаризации – это держать конфликт отношения татарами на конфликтном уровне. Вот и все. Вот вся философия. Знаете, и, наверное, последний вопрос, который касается уже событий сегодняшнего дня. Мне просто интересно ваше мнение. Вот у вас после Муртазы Рахимова пришел Рустем Хамитов. Мы здесь в Казани прекрасно знаем, что он в свое время был делегатом Всемирного конгресса татар. И он просто, ну, как бы этнически переобулся, наверное, потому что главой Башкортостана татарин быть не может. И может быть только татарин, который стал башкиром. Ну да, конечно. Вот. Ну ладно, хорошо. У Рустема Хамитова был конфликт с башкирскими националистами. После него пришел Ради Фаритович Хабиров. Что нам известно об его этничности, о его этническом самосознании? Значит, у него жена армянка, дети православные. Вторая жена армян, первая русская, по-моему. Первая русская, да, даже так. Вот, значит, дети у него православные. Он из команды Муртазы Рахимова, но изгнанный в свое время был из этой команды. Значит, что еще известно? Известно, что он, по-моему, из Тептярской деревни, не совсем башкирской. Вот. И мы как бы задаемся вопросом. Вот сегодня сторонники Муртазы Рахимова, там его племянница, они как бы, нам кажется, немного отодвинуты в сторону от власти. Но зачем Радию Фаритовичу Хабирову нужны вот эти все башкирские идеологи этномиссионерства,
которые хотят переписать татар Башкортостана в башкиры. Зачем ему это сейчас нужно? Ну, современный мир, он же немножко изменился, но это же не уже эпоха Муртазы Рахимова. Ну вот, когда иногда говорят, что так, видимо, нравится, как у нас принято говорить, третьей силе. Когда, значит, что ты делаешь, то, что отделяет от татар, от Татарстана, видимо, это кому-то хорошо. Вот в связи с этим я вспомню только один факт, связанный с приходом Хабирова к власти в Башкирии. Когда он пришел к власти, ходили слухи, что Салавата Хамидуллина, который вел передачу «Историческая среда», Да, самое главное. да, что его оттуда уберут, из БСТ уберут. Да, была такая Была утечка, такая. была такая И информационная потом, волна. через какое-то время, Салават Хамидуллин заявляет, дает типа интервью, что у него была встреча с Хабировым. Хабиров перед ним поставил большие задачи, и вот теперь он берется за эти задачи. И после этого мы видим резкую активизацию Салавата Хамидуллина как раз на антитатарском направлении. Видимо, конечно, я не знаю, о чем они говорили, но вот логика событий говорит о том, что Договорились договорились. о конкретной политике. Да. Карим Абы, вы здесь в Казани, мне до интервью признали, что приехали издать книжку. Расскажите немного о книжке. Что за книга? Чтобы мы, может быть, его поискали в магазинах, ждали, когда она в интернете появится, чтобы ее прочитать. О чем книга? Вот история татар Башкирии не была написана до последнего времени. И вот первый том «История татар» под названием «История татар Западного Приуралья», она вышла. Кстати, я с гордостью могу сказать, что в истоках появления этого тома стоял также я. Значит, история татарского движения Башкортостана, вот последнего периода времени, также особо не написано так в полной мере. Есть диссертация Илнара Гарифуллина, но поскольку он не имел доступа к архивным документам, само собой разумеется, этот труд нуждается в дополнении. И не только потому. Я долгое время возглавлял татарское движение Башкирии, был знаком с многими людьми, депутатами Башкирии, и с Муртазой Рахимовым, и всем его окружением, премьерами. И все архивные документы у меня, татарское движение. Я вот на основании этих архивных документов, своих воспоминаний, хочу дописать историю татарского движения Башкирии. Вот об этом речь идет. Книга так и называется? Название еще до конца не придумано. Может быть, будет другое название. Карим Абы, Бигзур Ахмат. Соболос.